Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий. В студии Юрий Осипов. Перед судом предстанет бывший глава Усьмайского района. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности, мошенничестве и 2 эпизодах служебного подлога. Глава района инициировал заключение муниципальных контрактов между районной администрацией и индивидуальными предпринимателями на обустройство автозимников и ремонт дорог в Усьмайском районе. Чиновник, используя служебное положение, заставлял бизнесменов отказываться от взятых на себя обязательств и организовывал выполнение работ подконтрольной ему фирмой. Кроме того, обвиняемый подписывал подложные официальные документы, зная, что коммерсанты не выполняли работы по муниципальным контрактам. Следователи отмечают, что в результате преступных действий экс-главы из бюджета муниципального района было незаконно выплачено более 5 миллионов рублей на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, которые передавали денежные средства главе. Обвиняемый вину полностью признал и возместил убытки. Якутский городской суд вынес приговор в отношении жителя города Якутска. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, соединенном с угрозой убийством. Подсудимый совершил преступление в августе прошлого года. Суд приговорил педофила к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год. Рассмотрено судом в закрытом судебном заседании в общем порядке. В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Суд признал смягчающими наказание обстоятельствами наличие у подсудимого малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления и другие обстоятельства. Обстоятельствами, отягчающих наказание подсудимого, суд не установил. В алкогольном магазине на улице Дежнева в Якутске злоумышленник похитил 47 тысяч рублей, разбил 20 бутылок алкогольной продукции и скрылся в направлении улицы Тимирязева. По сообщению пресс-службы МВД пострадавших нет. Запись ограбления попала на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине. Он даже его не прячет, выходит. Страшно. На переправе через реку Алдан провалились 2 бензовоза. Инцидент произошел накануне в 9 вечера. В оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что на ледовой переправе в 16 километрах от села Мегила-Алдан под лед провалились 2 автомобиля марки «Скания» и «Ивеко». Погибших и пострадавших нет. Они перевозили дистопливо на нефтебазу в поселок Хандыга. По предварительной информации противопожарной службы республики, в результате происшествия произошла утечка дистоплива. Ее объем и площадь разлива устанавливаются. Предположительной причиной случившегося стало превышение тоннажа грузоперевозок на данном участке. Сейчас на месте происшествия работают бульдозер с тралом и 2 машины для перекачки топлива. 15 человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и груженного лесовоза под Сыктывкаром. Авария произошла на автодороге Сыктывкар-Троицко-Печорск. По предварительным данным, водитель лесовоза при повороте совершил столкновение с автобусом, следовавшим из Сыктывкара в сторону поселка Краснозатонский. Сообщается, что 10 человек из числа пострадавших госпитализированы. Среди них 3 детей. В Челябинске правоохранители заинтересовались местным контактным зоопарком. Все началось с видео, на котором волк нападает на ребенка. Кадры возмутили пользователей соцсетей. Теперь оказывается, что ролик был постановкой. Увидеть за мощной спиной хищника малыша было бы невозможно, если бы не истерический детский плач и мама, которая бросается на помощь ребенку. 4 секунды, которые взорвали челябинские соцсети. На длинном поводке в Челябинском парке имени Гагарина главный герой короткого ролика волка зовут Воланд. Рядом хозяин зверя Сергей Панасенко. У него есть лисица и енот, а еще педагогическое образование. Он называет себя психологом и признается, он и снял, и опубликовал видео. С согласия мамы 2 детей. Она якобы сама захотела волчьих игр. Говорит, я хочу, чтобы мои дети, поигрались, как и все, да? Особенно, говорит, этот мальчик, который-то и был в кадре, его в детстве напугала когда-то собака, а я вот как психолог, педагог, всегда могу с уверенностью сказать, чтобы избавиться от какой-то фобии, страха, нужно его преодолеть. Она вот с ними игралась, там на видео как раз-таки вот эта мама в цветном костюме, это она. И, как играются, ребенок падает, подскальзывается, и собаки, как они играются, начинают его как бы валять, и вот это вот. Покусал маленького гостя, привлек новых посетителей. Произошедшее владелец зверя назвал зоотерапией,
а опубликованное видео блестящей пиар-компанией. Они обыкновенную нормальную информацию не читают, да, приглашаю вас гулять в парк со зверушками, это неинтересно. А нужно вот их методами. А что, чем скандальнее, тем популярнее, и так называемый сейчас хайп. Уже на следующий день здесь столько было вот этих вот интернет-зависимых, ну, конечно, с этими же гаджетами, это, вот, ну, как они были рады, сейчас они наконец-то из виртуального мира онлайна, да, вылезли в реальный мир с животными. Челябинцы разделились. Одни к зубастому гостю в парке привыкли, другие обходят зверя стороной. Он уже прирученный. Это уже не волк, это уже ближе к собаке. Смотри, куда. Мы сами боимся. Не, конечно, страшно немножко. Какой он, что он, это надо спрашивать сначала, прежде чем подходить. Не хочешь, как бы не подходи. Зачем лезть-то? Ну да. Результатами рекламной акции Сергей доволен и даже планирует описать свой опыт привлечения посетителей в докторской диссертации. Но за успех нужно платить. 4-секундным видео заинтересовались в полиции. По факту инцидента, произошедшего на территории одного из городских парков с участием малолетнего ребенка и животного, внешне напоминающего волка, в отделе полиции Центрального управления МВД России по городу Челябинску проводится проверка. До настоящего времени законные представители несовершеннолетнего в органы внутренних дел по данному факту с заявлением не обращались. Лиц, располагающих какой-либо информацией о данном инциденте, либо ставших его очевидцами, а также законных представителей ребенка, запечатленного на видео, просим обратиться в полицию по указанным телефонам. Судьба малыша неизвестна. Видео прерывается. Правоохранители разыскивают маму 2 детей, а волк продолжает разгуливать по паркам Челябинска. Аида Маликова, Анна Криволапова, новости 360. Волан, свои, это свои. Норвежская пресса вовсю обсуждает похищение жены одного из богатейших людей страны, строительного магната Тома Хагена. Ее ищут больше 10 недель, но полиция сообщила о преступлении только сейчас. За женщину требуют выкуп в 9 миллионов евро в криптовалюте. Подробности в репортаже наших коллег, рассказывает Никита Конев. Неизвестные злоумышленники похитили жену норвежского миллионера Тома Хагена, 68-летнюю Анне Элизабет, и потребовали за нее выкуп. Все произошло еще в конце октября, но о преступлении стало известно лишь в среду. Расследование велось в обстановке строжайшей секретности, чтобы не навредить женщине. К работе подключили и Европол, и Интерпол. Сейчас полиция решила обнародовать информацию, надеясь получить новые улики. Злоумышленники требуют 9 миллионов евро в криптовалюте Monero. Об этом пишет норвежская пресса. В правоохранительных органах подобные сообщения комментировать отказались. По словам полицейских, похитители общаются исключительно онлайн. Услышать их до сих пор не удалось. Ничего не известно о состоянии женщины. Власти склонны предполагать, что она жива, но доказательств нет. Норвегия славится низким уровнем преступности, а уж похищение для страны вообще редкость. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.